Добрый день! В эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Якутские лучники завоевали серебро чемпионата России в Иркутске. Чемпионат России по стрельбе из лука проводился среди женщин и мужчин. На летний чемпионат приехали 192 спортсмена из 22 регионов страны. В составе сборной команды Якутии лучший результат показали Даяна Винокурова и Павел Мартынов, которые завоевали серебряные медали в дисциплине микст. В борьбе за звание чемпионов России якутские лучники встретились в финале со спортсменами из Ямало-Ненецкого автономного округа. В решающем раунде Даяна и Павел уступили соперникам всего лишь в 1 очко, набрав по итогам финала 151 балл. Еще один лидер сборной Якутии, мастер спорта международного класса по стрельбе из блочного лука Асим Павлов, тоже не смог добраться до наград чемпионата и занял 10-е место. По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира, который пройдет в Москве с 4 по 7 сентября. Российский нападающий Валерий Нечушкин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Контракт с 24-летним нападающим рассчитан на 1 год. По информации телеканала ТСН, за трансфер хоккеист заработает $850 тысяч. Нечушкин был выбран Далласом на драфте НХЛ 2013 года. Под общим 10-м номером он выступал за клуб с 13 по 16 года. Россиянин вернулся в Даллас в 2018 году. В прошедшем сезоне он провел 57 игр и не забросил ни одной шайбы, сделав 10 голевых передач. В плей-офф он сыграл 1 матч, не совершив результативных действий. В результате сборной России Нечушкин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2017 года. Канадка Лоренс Винсант Лапуант, одержавшая 11 побед на чемпионатах мира по гребле на каноэ, временно отстранена от соревнований до окончания расследования после положительной допинг-пробы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Международной федерации гребли. Допинг-проба спортсменки, взятая в внесоревновательный период в конце июля, дала положительный результат. Спортсменка заявляет, что находится в шоке и абсолютно опустошена из-за этой ситуации, потому что по ее словам, она не делала ничего запрещенного и уверена в своей честности. Таким образом, спортсменка не выступит на чемпионате мира, который пройдет с 21 по 25 августа в Венгрии. Тренерский штаб сборной России определился с составом на 3-й международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кана среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе, который пройдет в рамках 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке. Турнир состоится 5 сентября. Самыми титулованными в российской сборной станут победительница юниорского первенства мира Марина Воробьева, чемпион Европы среди юношей, призер юношеского первенства мира и юношеских Олимпийских игр 2018 года Абрек Нагучев и чемпион Европы 2019 года среди юношей Адам Цычоев. Для 4 россиян Нагучева, Нагуевой, Ахмадовой и Галицкой предстоящий турнир имени Дзигоро Кана станет 2-м в карьере. Схватки пройдут с 4 по 6 сентября. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.